ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Чем пахнет пятница? Именно таким вопросом мы задались после звонка из Центра социальной защиты, который находится на проезде Строителей. Сотрудники центра пожаловались. Примерно в 9:50 в их офисе появился странный запах. Сначала они подумали, что-то случилось с коммуникациями. Только потом стало понятно. Аромат, похожий одновременно на запах газа, химикатов и канализации, тянется с улицы. Потом запах стал усиливаться, мы забеспокоились, думали, мало ли что это в соседнем доме. И закрыли все окна, стали обзванивать службы. Нам не отвечали службы, кроме аварийки никакая. Газовые не отвечали. Через полчаса запах рассеялся. Что это было, так никто и не понял. В соцзащите таких инцидентов никогда не случалось, но одна из работниц поведала, этот запах ей знаком. Дома я замечаю иногда. По советской. Иногда бывает ночью. Именно вот такой же запах? Такой же запах подобный, да. Как действовать в таких случаях, мы узнали у депутата Госсовета Екатерины Руденко. Она уже давно следит за экологической ситуацией в нашем городе. Ее совет – сразу звонить в единую диспетчерскую службу. 76-00-90, потому что от количества обращений идет соответственное реагирование. Чем больше обращений, тем так далее. Мало обращений, что за прошлый год было всего 5 или 6 звонков, а нет звонков, нет обращений, нет проблемы. Сотрудники Центра соцзащиты дозвонились в диспетчерскую не сразу, но им все же ответили, при такой ситуации нужно завести детей в помещении. В этом же здании находится детское учреждение и закрыть окна. На вызов выйдут специалисты, которые замерят вредные вещества в воздухе. Когда будут известны результаты проверки, нам выяснить не удалось, но мужчина, ответивший нам по телефону, сказал, что их скорее всего опубликуют в печати. Чуть позже стало известно, что из-за сильного запаха химикатов от уроков освободили учеников 19-й школы. На место разбираться в ситуации приехал мэр города Магомед Османов.